Всем добрый день, всем здрасте. Ну, в этом году я уже не раз рассказывала, показывала, сколько цыплят у меня было. Вывела очень их много в инкубаторе. Потом, ближе уже, как потеплело, курочки мои начали уже выводить цыплят. Поэтому очень много их было. Я, конечно же, рада этому. По карману бьет хорошо, потому что корма подорожали. И почему-то и сейчас дорожают. И ежедневно убираю то 9, то 10 петушков. Если попадется курочка молоденькая, но жирненькая, убираю ее тоже. Потому что как только похолодает, они сразу же похудеют, потому что будут обогревать только себя и будут уже расходовать даже свой жир. Выгодно их убирать именно сейчас. Вот, пеньков мало. Сегодня я смотрю, они летают у меня через забор, через один, через второй. Никакой дисциплины, я разозлилась. Пошла, взяла ножницы и думаю, все, сегодня уже или выщипаю я им это перо, или как, но решила ножницы использовать, потому что пальцы же при выдергивании болят. Вот так вот получилось. Устала, конечно, и надоело каждый день заниматься ими. Но морозильник, когда набитый, зимой, когда варится, кипит кастрюля, варится мясо, то, конечно же, забываешь про свою усталость. И на следующий год я знаю, что будет снова то же самое. Порода тут была ну все, сейчас вылетела у меня из головы порода. Кучинские. Кучинские. И 2 петушка были, не знаю, от кого там смесь какая-то. Серебристых резать даже смысла нет, они почему-то синие, хоть сколько их не корми кукурузой. Вот после года, да, у них они вот такие бывают красивые, мясо вкусное. А до года корми кукурузой, корми зерном, чем угодно, они все равно синюшнее, мне не нравится. А для яйца кто держит, чисто чтобы домашние яйца продавать, да, это самое лучшее, не скажу, что за кур, но я скажу за петушков. Можно их держать. Именно вот этих серебристых петушков. Вот, от них куры очень хорошо заносятся, рано заносятся. Поэтому, а вот эти кучинские, они почему-то созревают позже. Вот, себе оставила кур на яйцо. Еще не знаю, оставлю я их или нет. В магазинах очень дорого идут вот эти бройлерные куры, продаются. И думаю, зачем мне их? Хотела я эти продать, думаю, не буду продавать. Я лучше буду есть чистое мясо, чем непонятно что. Чем кормлю своих цыплят, чем кормила, я знаю. Они не вакцинированы ничем, кроме сладкой воды, кроме там пару раз чектоник, и то не помню, этим давала или первой партии. Одним словом, на улице тепло, они растут без проблем. Вот. И хорошо, если есть теплое место, и вы выведете для себя цыплят в декабре, в январе. Вот. И тогда они у вас успеют и подрасти, и вы можете их забить, и курочки уже занесутся. Будете смотреть, какие их вам оставлять, каких убирать, уже все четко видно. В зиму вы уйдете уже со взрослой птицей. Как никогда тяжело было в этом году их выращивать. Тут и орлы, и вороны, и соколы, кого только нет, кто только не кидался на этих бедных цыплят, мы их спасали не раз. Хорошо, у меня есть помощник, Зангуч,
Он их отгонял, он их отпугивал. Я когда там тоже видела все это и очень прямо удивлена поведением. Лето вроде бы, валом мышей, грызунов, поля рядом, и они все почему-то кидаются на этих бедных цыплят. Не раз находила и косточки я, потому что площадь большая, они не в то, если не тут, то они там их как-то отлавливали. И, и коты как никогда в этом году прям охотились на моих цыплят. Одним словом, вот что выросло, то выросло. Пожинаем плоды добра.